дорогие земляки, здравствуйте. Я немножко задержу ваше внимание, потому что многое требуется какого-то объяснения, что такое героический эпос. Мы сегодня присутствуем на историческом событии, участники этого события. Это почему-то не работает. Вас слышно, вы говорите. Да слышно. Почему не работает? Не слышно же. Слышно. Сюда надо давить, да? Нет, говорите. Нет? Впервые в истории Хакасии, уже вот начало 3-го тысячелетия, после Рождества Христова, свершилось вот это событие, очень важное, историческое для хакасского народа и для всех народов, которые живут в Хакасии. Впервые мы знали до сих пор графическое искусство, созданное художниками первыми, это прежде всего Тодиковым Владимиром, прежде всего Субраковым, вот, и в какой-то мере Топоевым Андреем, вот, и другими художниками. А сегодня мы присутствуем на открытии изобразительного искусства в живописи. И я с этим событием большим поздравляю художников и поздравляю всю Хакасию с тем, что произошло это событие. Почему героический эпос – это особое наследие народа, особое культурное наследие? Я горжусь тем, что я в числе первых тех людей, исследователей в науке, который поднимал героический эпос и показал народу своему, не только своему, новому поколению. Старшие-то знали его из уст самих сказителей, а вот молодежь и весь мир, окружающий нас, какой хакасский героический эпос, никогда не знали. Всегда в науке утвердилось мнение, что это богатырская сказка. И часто одним словом называют «нымах». В то время как народ это называет «алып-тыр-нымах», героический эпос, а «нымах» имеет несколько значений, не только значение сказки, но и значение сказания. И вот когда я начала работать над героическим эпосом еще студенткой Московского университета, потом у меня длительный был перерыв, 8 лет, я не прикасалась к этому, меня не допускали к научной деятельности, как человека из репрессированной семьи. Но я все-таки поставила цель, что я все равно буду заниматься героическим эпосом, потому что я, будучи студенткой, познала, что героический эпос – это такой жанр фольклора, которым все народы чрезвычайно дорожат, чрезвычайно высоко ценят. Просто он для них сокровище, которое надо как зеницу ока беречь. В чем дело? Вот, знаете, есть, весь Запад знает такие произведения героического эпоса, но они в основном, как правило, являются письменными уже. То есть кто-то собрал в народе и потом обработал, какой-то поэт увидел, что это действительно сокровище, обработал несколько произведений в одно и представил. Вот песнь о Сиде, староиспанский героический эпос, песнь о Роланде, Калеви Поек, о Роланде это французский, Калеви Поек, песнь о Нибелунгах, немецкий, Калеви Поек эстонский, Калевала карело-финский, Лач Плесис это латышский и так далее. Можно очень много перечислять.
Наш же эпос, в отличие от тех письменных эпосов, наш эпос получен в жарком своем горячем дыхании из настоящих сказителей, великих людей своего времени, своего народа. Любой народ, когда он оказывается в очень тяжелой экстремальной ситуации, когда надо спасти нацию, весь свой народ, он обращается к героическому эпосу. И нет ничего равного в фольклоре по сравнению с героическим эпосом, с его воздействием на умы, на мировоззрение, на душу человека, на его энергетику. Вот на героическом эпосе вырос, компоновался менталитет хакасского народа. И в этом величайшая заслуга наших сказителей, которых мы никак не можем еще отблагодарить, поставить им, допустим, монументальную скульптуру тому же Петру Васильевичу Курбежекову. Или же Кадышев там еще есть, у него увековечение его есть в том, что есть название улицы в Абакане, есть дом культуры имени Кадышева, там еще где-то что-то есть. А Курбежекова-то ведь, кроме как на могиле, которой я наконец-то добилась, что поставили ему памятник надмогильный, правительство поставило. И сейчас создали музей, но он называется музей «Сулекская писаница», как будто вот эта Сулекская писаница выше нашего Петра Васильевича Курбежекова. Вот так мы мыслим. Мои мысли очень туго доходят. Я не знаю, вроде я не такой уж тихий человек. Я создала 2 тома Айгучин и Алтынарых. Всему миру, весь мир раскупил его. Кроме Айгучина, он лежит тут у нас в этом частично. И раздают его предпринимателям там и так далее в подарок. Тогда как надо читающему человеку, человеку гуманитарно образованному дарить это, потому что только они по-настоящему это оценят. Ну, среди предпринимателей, может быть, есть такие, как у нас Сережа Нарылков. Вот он отличается своей образованностью гуманитарной, умеющим ценить все, что нужно для души человека. Но я не знаю другие предприниматели, каковы они, но не чувствуется, что они что-то делают в этом отношении. И вот Алтынарых в Москве совершенно сразу расхватали. И еще говорят, что там они издают и продают. Ну, не знаю, это не доказано. Во всяком случае, на расхват идет, потому что это эпос, в котором был выражен в его переводе энергетика хакасского народа. Это совсем не то, что делают профессиональные поэты. Они свою энергетику туда вкладывают, в свой перевод. Как они поймут? Они не исследуют его. Я же, как исследователь, старалась донести именно душу хакасского народа. Его читать тоже надо учиться, тренироваться. И просто на сцену выйти, и просто так продекламировать его не сможешь. Его надо послушать, как речитативом исполняли сказители. И только тогда энергетика его дойдет. Мне часто говорят: вы приходите, как только вы придете, настроение поднимается, хочется жить. Это откуда вы думаете? Это та энергетика, которой я пропитана, как исследователь, пропитана этой энергетикой народной. Мне не приходит в голову покончить жизнь самоубийством, хотя, может быть, много было таких вот обстоятельств, когда тебе нигде путей нет открытых, все перед тобой закрыто, и смысла жизни вроде нет. Вот. Мне это никогда не приходит, потому что героический эпос, он вобрал в себя
торжество жизни над смертью, над тем, что безвыходное положение, из него всегда у живого человека есть выход. Вот всем этим, какие трудности человек пережил, наш народ. Вот Создатель сегодня говорит, ведь вы все Голгофы прошли. Какие только Голгофы вы не прошли и сохранили духовность. Это величайшее достижение народа, нашего хакасского народа. Ну, сегодня иные факты бывают, потому что народ, хакасская молодежь, она сказителей самих живых не слышала. Читать на хакасском языке изданный эпос трудно, потому что слов много там непонятного, тяжело, и лучше не читать. Они очень многое теряют. И вот молодцы художники, которые все-таки находят силы читать, видимо, эпос. Я думаю, что читать, потому что вот видите, Алтынар, я как подошла, на меня хлынула энергетика вот эта, которую вложил художник в это свое искусство. Вот. Человеком правит энергия. Вот недавно слышу, Владимир Владимирович Путин говорит, нами правит энергия. Да, экономикой, конечно, то есть экономика, конечно, промышленность там, это все точно. Но мы не знаем, мы не всегда это чувствуем, надо прислушиваться к себе. Нами правит энергия. Вот я увидела это, Восток. Вот я буду что-то предпринимать. Я должна что-то, чем-то ответить на это. Вот вам пример того, что энергия нами правит, которую подал художник, который занимался вот этим. Вот Остриков фамилия художника. Казалось бы, не хакас, но вот он почувствовал. Люди, которые любят справедливость, любят красоту, добро, они все одной национальности. Это только у нас маски, что вот там вот такое лицо, такой нос, такие глаза. А суть-то у нас одна. Суть это у большинства должно быть стремление к чистоте, к справедливости, к красоте, к доброжелательству, желание делать добро. Ну вот, к сожалению, и театр пока не может поставить, потому что говорят по героическому эпосу, я говорю, создайте Айгучин спектакль, ведь это сегодняшний день, это богатырская дева, это Айгучин, которая обладает неимоверной силой физической и духовной, но она себя подняла на словах, что она выше Бога. Вот такое зазнайство. И наказано. Это очень мудрый сюжет. И энергетика там заложена соответствующая. Вот, ну, денег, говорят, нет. Это потребует очень больших денег. А такой возможности в театре нет. Вот поэтому не ставится. Но то, что вот есть вот здесь, эта выставка, это событие очень большой значимости и большой радости. И я думаю, что люди обратят внимание, что действительно надо читать героический эпос. Есть вот русские переводы, вот мои 2 тома. Вот сейчас у нас есть одна единственная живая сказительница, это Альбина Васильевна. Ее уже можно назвать сказителем, потому что она одно произведение записала. Вот. Но она, правда, перед народом не выходит выступать. Но, может быть, со временем речитативом она горловым пением-то не может, она женщина. Горловое пение только по-настоящему это мужское горловое пение хай.
это искусство, которое было предназначено для исполнения мужчине с его силой горловых этих возможностей и силой вот легких его, которые более обширные, чем у женщины. Все было предназначено для того, чтобы исполнял мужчина. Вот. Эти произведения героического эпоса мне часто вот спрашивают, что вас заставило, что вы так любите героический эпос? А я вам ответила, почему. Потому что это торжество жизни над смертью. Это история народа, его страданий, его слез, его радостей, его побед. И обязательно героический эпос кончается победой над смертью. Оживляются. Вот там у вас, обратите внимание, мне говорят, некоторые пишут, да, это недавно все это создалось, это в 18 веке все. А откуда появилось вот это то, что сцена у священной березы, сидят два мужчина и женщина, на коленях у мужчины голова убитого воина, а на священной березе повесили вот эту фляжку с живой водой. Они опрыскивали, а это уже они ждут. Сцена показывает, что они совершили это действие оживления и ждут, когда он придет в себя, этот воин. Очень много. Вы скажете, это сказка. Вот почему и даже ученые любят сказать, это же сказка, это нереальная действительность. Когда-то это было реальной действительностью. Так же, как человек мыслью мог поднять такие громадины, вот как пирамиды построены, они же путем мысленного действия. Вот. Но для этого человек должен быть очень чистым, нравственно, духовно. Он должен быть очень доброжелательным, и его вибрации должны быть высокие. И героический эпос наш доносит вот возможности человека при этом условии, которое утратило оно. А когда это все было точной реальностью, так же, как я сейчас перед вами стою. Героический эпос – это неисчерпаемое сокровище народа. Его хватит на столетие, чтобы его познавать, потому что это прошлое народа в масштабах героической идеализации, как он определил Жермунский Виктор Максимович, фольклорист. И пока что никто не сможет это опровергнуть. Это действительно так. Ну, я ваше внимание больше не буду задерживать, я хочу сказать. Я издала книжку небольшую, 14 авторских листов, хакасский героический эпос Алтын-Имах, двоеточие, поиски исторических реалий и периодизация. Избранные труды. Но есть вот определение эпоса, заново написанное. И я вам скажу, я определяю наш эпос полистадиальный. То есть он прошел несколько стадий в своем развитии. Зародышевая, это богатырская сказка, она легла в основу рода племенного эпоса. И третья стадия, стадия государственного эпоса. Это вот Айгучин и Алтынар. Потом есть Хантюнгс, потом есть Албынджи, и есть это, не Албынджи, это Ханкижигай. И еще есть государственного, который отражает период государственности нашего народа хакасского. Древнехакасское государство или древнекыргызское. То, о чем много-много писал Леонид Романович Кызласов. Вот героический эпос –
подтверждают многие его утверждения, его исследования, и они очень помогают мне найти исторические корни. Казалось, что в хакасском эпосе нету совсем истории. Ни одного исторического имени нет. Нет названий наших племен. Ни кыргыз, ни хакас нет, ни сагаец или же качинец. Ничего этого нет. Есть только куннюкызы. А куннюкызы это хунну. Это зороастрийцы. Они приняли вот эту веру зороастрийскую в хунской державе Моде. Вот. Его тюркское имя Агус-хан. Вот. И поэтому они себя называли, они все объединялись под этой верой. И они очень этим дорожили. Потому что государство было сильное, оно могло даже с Китаем равняться, и Китай себя говорил, что как бы признавал их равность себе. Вот. И поэтому важно было найти исторические корни, которые я нашла. Вот. Это классический героический эпос, который вот жил до тех пор, пока были наши сказители, то есть до 70-х годов вот прошлого нашего столетия. Сегодня уже вот одна Альбина Васильевна у нас, но у алтайцев живет, потому что там нет промышленности. Все это сохранилось, законсервировалось, это как бы жизнь. Вот. У них поэтому есть. У тувинцев еще много сказителей. Вот. У шорцев последние тоже есть, уже очень старые. Вот. Как видите, нам есть чем гордиться. Наша культура. И вот 4 доктора наук в Новосибирском, в Сибирском отделении Российской академии наук, которые написали отзыв на мои труды, вот Алтынар и Айгучин. И они признали, что особо надо отметить выдающийся вклад Валентины Евгеньевны Майнагашевой в развитие в развитие отечественного эпосоведения, то есть всероссийского эпосоведения. И что вот у этого народа сохранилось, она сумела показать, что эпос у этого народа на таком высоком уровне сохранился. Вот. Я очень рада. Правда, через 18 лет после того, как в 1997 году вышел Айгучин. Вот так в науке получить оценку никогда сразу не получишь, потому что ждут вот проверки временем. Вот. И эта проверка совершилась. И я этим горжусь. Спасибо вам. Вот, я вам хочу подарить вот в вашей дирекции, может быть, полезно будет. Вот. Но я там не подписала еще. Спасибо. Да, Валентина Евгеньевна, для вас этот год юбилейный. Мы, в свою очередь, поздравляем вас, желаем вам здоровья и творческого долголетия. Спасибо. Спасибо.